В первой части этого видео будет разбор по кандидатам, а вторая часть – важное официальное заявление. 19 сентября состоятся выборы в Государственную Думу, и там будут две основные бюллетени – партийный список и одномандатный округ. По партийному списку я выбираю КПРФ, там по списку идут Левченко и Губарев. А Мосова там нет, если что. Почему именно эта партия, я объяснял в прошлом видео. И еще раз повторю, КПРФ мне абсолютно не нравится как партия, но это меньшее из зол. А теперь по кандидатам, по одномандатному округу. Их 9 человек. Амосов Петр, Жирков Егор, Крыджагасов Анатолий, Лаптев Алексей, Николаев Василий, Наговицын Анатолий, Парахин Гаврил, Тумусов Федот, Черкашин Петр и все. Крыджагасова, Парахина и Лаптева смело отметаем. Это технические кандидаты, и для распыления голосов, и себя показать, на людей посмотреть. У них нет никаких шансов на победу. Амосов Петр, будучи представителем КПРФ, тоже также просто участвует для создания видимости своей партии. Они заберут свои 11-15% и все. Плюс ко всему он подмочил свою репутацию, и у них происходят сейчас какие-то внутренние распри. Жиркова Егора поддержит якутская интеллигенция, но на этом все. Жирков был много раз на разных должностях, на разных местах, и, судя по всему, это самый обычный человек из системы. Смысла выбирать его не вижу. Николаев Василий от партии «Новые люди» не успел начать, а уже всем надоел своими баннерами и флаерами. Я лично с ним общался, вроде человек и неплохой, но выдвигаться от новых людей очень странный шаг для начала политической карьеры. Ему еще долго придется отмываться от этой партии. Кто не знал, партию «Новые люди» основал Алексей Нечаев, член Общероссийского народного фронта, который основал лично Владимир Путин. Каждые выборы в парламент власти создают технические партии, призванные отбирать голоса у неосведомленной части населения. И «Новые люди» именно такая партия. Поэтому Николаев Василий нам не подходит. У Черкашина, как представителя «Единой России», нет никаких шансов. Плюс ко всему, он нам так и не ответил, почему он хотел собирать деньги с простого населения, в то время как его сопартиец Айсен Николаев говорил, что денег хватает. Остается Тумусов и Наговицын. Так вот, Федот Тумусов. Нас хотят убедить, и, между прочим, успешно на протяжении 10 лет, будто Тумусов – это чуть ли не личный враг Айсена Николаева, как будто это главный оппозиционный конкурент. Я думаю, это далеко не так. А даже если и так, то никакой разницы нету, и сейчас я вам объясню. Если бы Тумусов был главным конкурентом «Единой России», то против него поставили бы не слабого, никому неизвестного Черкашина, а того же Луцкана, например, или любого другого, кто бы мог на равных конкурировать с Тумусовым. А сейчас я вижу, что это просто-напросто договорной матч, потому что своих главных претендентов «Единая Россия» поставила в партийный список. Николаев Айсен, Данчикова и Луцкан. Опять же, я говорил в прошлом видео, что Тумусов и Айсен Николаев с 90-х годов работали вместе бок о бок в одной организации под названием САПИ. Но люди по инерции до сих пор готовы верить Федоту Тумусову, потому что, надо признать, Федот всегда был хитрым и осторожным политиком, однако его действия много раз выдавали в нем самого обычного провластного политика. Вспомним этот год. С марта месяца шел процесс разработки законопроекта по упразднению Конституционного суда Якутии. 27 апреля Федот Семенович гордо поздравляет нас, якутян, с Днем государственности. А 30 апреля Айсен Николаев вносит на рассмотрение законопроект с поправками, где в том числе входит упразднение нашего Конституционного суда. Как на это отреагировал Федот Семенович? Никак. Он ничего не сделал ради того, чтобы защитить ту самую государственность, с которой он нас поздравлял. И знаете почему? Потому что упразднение Конституционного суда в регионах входило в поправки в Конституцию в 2020 году, которые Тумусов Федот Семенович принял. Тумусов проголосовал за поправки в Конституцию, уважаемые якутяне. Получается, Тумусов за нас, за всех якутян, согласился на обнуление сроков президента, за ослабление судебной системы, за сокращение Конституционного суда Якутии. Получается, он тоже проголосовал за. Так ли поступают настоящие патриоты? Ну, еще Федоту Семеновичу уже 66 лет. Депутатом Госдумы он был уже 2 раза на протяжении 10 лет. Если Тумусов станет депутатом в 3-й раз подряд, под конец срока своих полномочий ему уже будет 71 год.
И понятное дело, что Тумусов за все время помог многим людям, сотни, может и тысячи, но в результате подставил всех остальных. Мне такой депутат не нужен. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть кандидатуру Наговицына Анатолия. Что мы о нем знаем? Он был в штабе Навального в 2017 и в 2018 году, устраивал митинги, пикеты и был готов объявить сухую голодовку. Вот и все, что мы о нем знаем. Но я познакомился с ним лично буквально неделю назад, и, как по мне, это вполне себе адекватный, целеустремленный и при этом очень храбрый парень. Нас убеждают, что митинг – это плохо, что это неправильно, что это экстремизм. Знаете, что реально плохо? Это коктейли Молотова, насилие и кровь. А митинг – это мирное выражение гражданской позиции. Также и пикеты, также и голодовка. Это мирные действия. Именно так и поступал Наговицын. Кстати, в городе Мирный группа ребят хотели организовать митинг, и они дали заявление в администрацию города, но им отказали в связи с ковидными ограничениями. Хотя организаторы подчеркнули, что обязуются соблюдать дистанцию. А митинг они хотели согласовать, чтобы потребовать от власти расследования по причинам пожаров и привлечения к ответственности виновных людей. Я хочу выразить мирнинцам и вообще Западу Якутии мой личный респект. Во-первых, вспомните, как в Мирном выходили на пикет и беременные женщины. Во-вторых, хотел сказать властям, что ваши лицемерные отказы в связи с коронавирусом почему-то не работают в тесных помещениях в мэриях, в больницах, в автобусах, очередях. Но как митинг, который проводится на улице, так все, извините, простите, нельзя. Получается, власти боятся распространить ковид, но при этом не боятся, чтобы люди задыхались от дыма. Наговицына пытались обвинить в экстремизме, но помните, что авторитарная система убирает не опасных людей для общества, а опасных для себя. Давайте вспомним наших Аммосова, Юнского, Барахова, Ксенофонтова, Аржакова, Васильева и многих-многих других, которых ложно обвинили в том же экстремизме, шпионаже, вредительстве и приставили к стенке, расстреляли или избили до смерти. А буквально через 15-20 лет после этого оправдали их и сняли все обвинения. Поэтому не торопитесь соглашаться с нынешней властью. Посмотрите, как презрительно и пренебрежительно, высокомерно относятся проплаченные провластные комментаторы к Наговицыну. Точно так же власти относятся и к своему народу. И притом, посмотрев деятельность Наговицына, я заметил не только митинги, но и созидательную часть. Он предлагал сделать проезд бесплатным для всех школьников, предлагал свой проект мэру, например, или выходил на пикеты за повышение зарплаты воспитателям. Разве эти действия против народа? Наоборот, рискуя жизнью и здоровьем, Анатолий старается сделать хоть что-то для своей Якутии. Думаете, Тумусов в отчаянии и при ложном обвинении объявит сухую голодовку? Некоторые думают, что таким образом мы разобьем голоса между Наговицыным и Тумусовым, и в результате победит Черкашин. Уважаемые зрители, за Наговицына мы, наоборот, объединим голоса против ставленника власти. А это как раз-таки Тумусов. У Черкашина нет никаких шансов, только полностью неосведомленный человек проголосует за единоросса. Поэтому, на самом деле, выборы по одномандатному округу – это борьба Тумусова и Наговицына. Часть считает, что Наговицына могут снять до выборов. Но тогда надо защитить нашего кандидата, показать, что даром это не пройдет. Если власти снимут Наговицына по ложным и надуманным причинам, то ответной реакцией от народа может стать требование отставки главы, да и всего правительства. А почему нет? Нам разве кто-то ответил за пожары, за погибшего тракториста, за дома в Бяскюле, за дым, за погибших животных? Нет. Население по всей Якутии накалено до предела, и нас большинство. Вас хотят убедить, что у Наговицына нет шансов, что он никто. На самом деле у Анатолия есть все шансы на победу. Нужно просто прийти 19 сентября и проголосовать за него. Кстати, именно 19 сентября раньше не нужно, могут подтасовать. Вот так, по партиям я выбираю КПРФ, по кандидатам я против Тумусова, я за Наговицына. Если вы мне не доверяете, то это ваше право. Главное, просто приходите на выборы и голосуйте за того, кого хотите. Просто приходите, это самое главное. И для того, чтобы вы познакомились с Анатолием ближе, я объявляю прямой эфир в Инстаграме с Наговицыным в формате интервью в это воскресенье в 12 часов. И вы убедитесь в том, что он нормальный парень, который готов бороться за наши права. Пожалуйста, обязательно поделитесь этим видео, расскажите об этом друзьям и близким.
Че.